Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Мы находимся в уютной гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И у нас в программе, наконец-то, новое молодежное движение. К нам сегодня в гости пришел Женя Маскила, рэпер, музыкант. Женя, приветствую и приятно познакомиться. Здравствуйте. Всегда забываю это сказать, поэтому сразу говорю всегда. Спасибо, что ты согласился быть гостем нашей передачи. Спасибо, и так как у нас кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пришел, я смотрю, ты подготовился очень основательно. Для молодого человека это честь и респект просто. Просто любим вкусно Что кушать. это? Сегодня у нас будет шейка из свинины. Так. Пожарим свининку и сделаем легкий салат «Цезарь». Ага, ну то есть сразу два блюда. Да. Свинина у нас с картошечкой, да? Да, картошечку добавим, пожарим. Такое одно из сытное блюдо, есть легкий салат. Да. Ну как молодой человек ты любишь кушать, я смотрю, да? Очень. Ну так много. Растущий организм. Растущий организм, Надо. да. Классика. А вообще любишь готовить? Очень. Умеешь? Да. Практикуешь? Практикую. Не профессионально, но, Откуда это пошло? наверное, от мамы. Мама Да? всегда готовит. Она на работе, я маленький, ну, постоянно так приходилось. Ну, то Кушать есть, хочется, как бы, да. я начинаю что-то готовить. Вот так Ну, вот. круто. Ну что ж, давай приступать. И пока приступаем, сразу вопрос, который дежурный всегда задаю своим гостям. Расскажи немножко о себе. Ну, то есть рассказываешь, что ты делаешь, ну и визиточка небольшая. Хорошо, понял. Где родился, где учился? Где родился, где учился? Я родился в городе Якутск. Сковородку. Какую на сковородку надо? Две сразу, вот эти большие. Обе да. сразу. Учился в 19-й школе. Все это происходило на птицефабрике, там и школа, и садик. Ага. Вот. Там отучился 9 классов, потом пошел в автодорожный техникум, там отучился, получил диплом. Какой техникум еще раз? Автодорожный техникум, на автомеханика отучился. Автодорожный. Автодорожный. Ну, то есть это ты вот, который по Вилюйскому тракту. Да, в появились руки из контакты. правильного места растут, получается. Ну, хотелось бы, но я по машинам вообще, честно не разбираюсь, не буду врать. Да? Вот, А как да. тогда стал автомехаником? Отучился, получилось. Ну, именно в плане учебы успевал. Нормально, хорошистом был. Вот, получилось. Дальше что? Дальше пошел в армию. И после армии начал заниматься музыкой. Уже седьмой год, шестой-седьмой год уже пошел Так, заниматься музыкой. армию кем был? Артиллерист? Артиллерист? Да. Ничего себе. Артиллерия, Хабаровский, было классно. бок войны или как это говорят, да? Арсенал артиллеристы же, да? Ну, я вот как футболист говорю, Семен. Да? Арсенал, да. Ага, Канониры. Там пушка на логотипе, на эмблеме. Канониры, канониры, да. так называются. Артиллеристы. Так, мы начнем С обжарки мяса, наверное, да? Курица у нас готова, ты сказал, что уже ее Да, предварительно думаю, просто поджарил в духовочке, да? максимально быстрее? просто. Да, просто, грубо говоря, что? Соль, перец, соевый Соль, соус. перец и все. Ага, Соль, хорошо. соль, перец. Так, ну у нас сегодня можешь салат пока «Цезарь». можешь пока У нас нарезать. свежий лист салата. Это можно отложить. Петр у Пока. нас как раз его может слегка раздербанить. Да, вот так немножко надо это, да? Да, Ага. Отучился. Отучился, можно пошел пока, в армию. отложить пока просто. И я до этого занимался музыкой, до армии, пробовал. Но это было на таком уровне для друзей, знаете. Ну, как бы вот так. Вот. Ну, это же, смотри, перебиваю, извиняюсь. Да, конечно. Это же не просто так. Ну, Да. я для себя говорю, да. Если меня говорили, там, выйди на сцену и спой что-нибудь, либо там даже среди друзей спеть, голос садится, стеснение, и думаешь, блин, что ты делаешь не то и все такое. Ну, то есть творческий человек, это же, ну, чуть ли не сверху уже информация идет. Я понимаю, да. В твоем случае как было? В моем случае было в 4 классе, я впервые вышел на сцену. Это было в школе, в театральном кабинете, ну, где вот происходят все мероприятия. Вот. И там был конкурс «Парни на все 100». Я его выиграл. Парни Вот. на... «Парни на все 100». Вот. И у всех было разное, мы там костюмы делали, что-то еще. А у меня дядя, в общем, занимался вот музыкой, он делал рэп тоже. Вот. И тогда только все начиналось. И я решил, что я хочу почитать рэп. Туда вот Оказывается, попробовать, да. Да, Ну, мне нравилось. Вот. И получается, моя мама позвонила вот моему дяде, получается, это ее брат. Вот. Позвонила ему и сказала, вот так и так, Жене нужно написать текст. Ну, да. Он мне написал быстренько, за минут 10 написал, отправил смс-кой. Тогда еще... Да, отправил смс-кой, я переписал на листок, и все это учил. И почитал. Да, почитал. Я помню там пару строчек, они такие смешные, но я до сих пор их помню.
Я, Артахинов Женя, ни минуты без движения. Мы с друзьями здесь, чтобы поднять вам настроение. Мы на этой сцене, чтобы вы узнали, что есть таланты в нашей школе. Я перед вами. Вообще. Вот какой-то такой был И текст. зал взорвался, да? Ну, наверное, я не помню даже уже. Ну, вот было вот так вот прикольно. Все, потом взрослел, пробовал разным спортом, бокс, борьба, пробовал все. Как будто бы не мое все это было. И потом, когда в классе 9, наверное, уже начал более-менее основательно этим заниматься. Чем? Боксом? Музыкой. Нет, именно музыка, да. К этому меня тянуло больше всего. И все, и как-то начало получаться даже. Стеснение как-то не пропало. Я всегда был, грубо говоря, в центре, ну, душой компании. И мне без проблем как бы было выйти. Ну, то есть друзья поддерживали, говорили, о, Женя, красавчик, Да, давай, как бы давай, давай. всегда это было. А всегда же так, вот, говорит, вот человек же поет, говорит, пусть он поет. Говорит, обычно, чтобы это, лишь бы не меня, лишь бы не я, да? Чуть ли не такого, да, в классе. Лучше где-нибудь там, да, в сторонке остаться. Да, в сторонке остаться, говорит, меня не тронули. А мне как бы это не смущало, мне было интересно, мне хотелось. Ну, Так, мясо у нас резано. Сюда переложу пока что. ну, смотри сам, пожалуйста. Вот. Дальше что? У меня просто еще папа был диджеем, пока молодой работал. Да, он был диджеем, на местных тусовках играл. Там вся молодежь была. Папе было 20 или 21 год, я родился уже. 21 ему было, я уже родился. И вот мама со мной сидела, он ходил на дискотеки. А когда мама была еще беременна, мама ходила на дискотеки, и рядом с ним стояла, там, с подружками где-то. Вот, а он играл. И мне кажется, какое-то есть оттуда, наверное, потому что, типа, я в животе и слышу постоянно... Возможно, из-за этого. Не знаю, как-то вот к этому меня всегда вело. Ну, есть же такая практика. Вот беременные женщины включают в наушниках, типа, Да, классику. музыку классическую, да? Там. Ну, считайте, что это классическую надо обязательно. Почему-то я не знаю, почему. Ну, как бы так. Но ты уже слушал жесткий клубняк, да? В то время, да. Клубняк рэп, да. Еще говорить даже не начал, уже слушал его. Вот так вот как-то получилось. Вот после армии пришел, купил себе студию, микрофон, звуковую карту, фильтры вот эти все. И в комнате себя возле кровати оборудовался. Суперец. Все, и у меня уже 5-й год дома стоит студия, я вот на нее и записываюсь. Пишешь там. Да, сам пишу, записываюсь. Ребята помогают мне эту музыку все сводить, превращать ее в готовую для музыкальных площадок, и получается хорошо. А твои музыкальные пристрастия ограничиваются рэпом или что-нибудь еще? Ну, как-то лирика, наверное, и вот рэп, который вот современный сейчас. К этому тянет меня как бы. Я себя не ограничиваю ни в коем случае. Вот что захочется, что взбредет, то я и буду делать. Как бы рамок себе никогда не ставлю. Мне нравится из зарубежных вот... Каста, Не, у них немножко другое. Вот. Баста. Из зарубежных мне нравится Асап Роки, Трэвис Скотт. Вот они вот, как-то мне нравится, как они выглядят, как они подают себя как артисты, как Ну, они они сейчас выступают. диктуют Да, моду, грубо да, говоря, да? по сути, да. Из местных по душе мне, больше всего Скриптонит на деле. Ну, не знаю, меня прям Ну да. очень уважаю, что он делает. Вообще, Вот сейчас сравнивают, вот, например, чуть ли не говоря, не стоит для нашего поколения, да, такого вот современный Цой, молодого. А когда-то для вас это был, конечно, Цой, но вот именно сейчас типа его так сравнивают почему-то. Да? да. Пройдет время, так и скажет, ну, уже это точно будет. Он именно не рэпер, он же артист. Артист, конечно, исполнитель. Самый продюсер своей музыки, поэтому вообще тянет к этому. Вот. Про вехи твоего творчества расскажи, пожалуйста. Я знаю, там есть интересные истории, да, ты мне еще до передачи рассказывал некоторые. У нас есть такая песня «Кандыкан». Ага. Вот. Ее очень много людей послушало. Насколько я знаю, больше 2 миллионов раз ее прослушали. Для якутского уровня я считаю, что это серьезная цифра. А это как вы смотрите? Там прямо отслеживается на площадках, через что мы заливаем музыку. Вот. И клипа просмотров дофига, по-моему. Да, там 500 000 уже. 500 500 тысяч, Ага. да. Вот. Я посмотрел даже. Шутка. Не шутка, я посмотрел. В общем, получилось так, что мы с Джулуром, который Киджа, знакомы лет 5 уже, 6, может, уже. Мы с ним познакомились, когда только начинали, случайно там в каком-то магазине. Вот, и он тогда сказал, я хочу что-нибудь попробовать совместное с тобой сделать. Ты на русском, а я на якутском. И, в общем, мы что-то не могли, не получилось. И мы каждый год случайно с ним виделись, и не получалось песню записать. Ну, в прошлом году я работал барменом в одном местном баре. Да, в прошлом году. Вот.
Я сижу, стою, работаю, народу мало, и заходит он один. Он заходит, садится за бар и просто там пьет чай и просто общается. Он говорит, и что-то с ним другого вспомнили, узнали, и он сидит, говорит, у меня есть идея, не знаю, насколько она оправдана, возможно, я ошибаюсь, но я хочу, чтобы ты залетел на вот эту песню. Он мне включает Кандекан, там еще сырую версию. Я такой слушаю, говорю, да, конечно, ну, без проблем, давай. А я хотел с ним сделать. Получается, смена закончилась, я поехал домой, поспал после смены, проснулся, за минут 10 написал текст, который вот сейчас изучит везде. Вот. Даже просто муза должна долететь. Да. Творческий процесс не яму же копать, правильно? Это Нет на же самом такого, деле, что это вот можно- наплыв, Ну, который происходит. ну. Все говорят, это по космосу это все, я не знаю, Да. наверное. Вот, так произошло, и все, я записываю демо-версию на свою студию, которая дома стоит, отправляю ему. Он говорит, все, четко, поехали на студию. Едем на студию, записываем. Нам этот трек помог сделать Вадим Борисов, тоже небезызвестный, крутой продюсер, музыкант. Вот, и он нам сделал аранжировку, все это свел, красиво предоставил. Я дальше иду работать. Там через 2-3 дня я стою на смене, мне звонок. Киджа звонит. Я такой, да. Слушай, говорит, Жень, поедешь со мной на север? Да. Да, давай. У меня работа, какой север, я ни разу не был, куда едем, я не знаю. Я просто говорю, да. Поехали, Ты, говорит, ты даже не спросил, что делать. да, я потом говорю, что делать? Ну, типа, давай клип снимем. Я такой, все, давай. Через 2 недели нам уже взяли билеты, все сделали, и мы поехали в Вено-Батантайский район, Сакарыр. Акрыр, ну. Да. Бывал. Мы полетели. Красивые места Вообще, очень. Ой, это Горы, вообще, горы, да. вообще было классно. Слушай, а что такое Кандекан? Кандекан – это имя прабабушки Маргариты Поповой. Вот. Эта девочка, ее нашли охотники в стойбище оленеводов в палатке. Да. Слышал историю. Вот, туда зашли охотники, они же по весне выходят, по следам искать. Они вышли, получается, и видели, что вот стоит стойбище, ведь палатка, не знаю, открывают, и все люди мертвые. От оспы, говорят, от оспы. И сидит маленькая девочка, вот, и это годика 2, наверное, было, не знаю. И вот она сидит одна, и она живая. Ее охотники забрали, там откормили, видимо, там помогли ей, там вылечили. Вот, ее потом отправили в Якутск, у нее очень много детей было, правнуков было. И вот одна из них это Маргарита Попова. И она решила этот проект, вот эту историю превратить в проект, и посвященный коренным малочисленным народам Севера. Вот. И так все совпало, не знаю, она говорит, все по космосу. Я в это искренне верю, как она говорит. Так сошлись, что они вышли на Киджа, Киджа на меня, в итоге мы сняли клип, друг другу все помогли, и, в общем, получилось вот так вот. А в какое время года это было? Это было весной в прошлом году, апрель примерно. Тоже так вот сорвались, все быстренько. Да, и как раз фестиваль оленеводов, по-моему, был, да, или нет? Фестиваль оленеводов, наверное, был или нет? Он был после нас, или до нас, Или я до, не да? помню, да. Ну, потому примерно что в весной этот там год. проходит Сакрыр обязательно. Да, я знаю, ага. Я вот видел по видео, как это происходит, но мы на него не успели, там быстро-быстро так, и все, мы Ну, это поехали. получается поддержка коренных малочисленных Да, народов. да. Вот. Ну, это была поездка вообще очень крутая. Мы приехали в Сакарыр, нам подвезли бураны с этими санями, там, ну, такие вот длинные. Нас туда всех упаковали, чуть ли не привязали, и мы вот так вот 2 часа по горам. Было классно вообще. Спали там на шкурах оленей. Было, короче, очень круто. Пробовали свежую оленину. Я не ем сырое мясо. Оленину я тоже не пробовал нормально. И тут говорят, что типа это традиция, когда приезжают дорогие гости, там вот, они оленя на утро. Вот. И прям там свежуют его. И говорят, лучше Ешьте. не стоит отказывать, да? Да, ну, типа, нужно поесть. Я такой, да без проблем, я, конечно, попробую. И вот прям вот так вот, прям печеночка, берут якутским ножом, так отрезают и вообще. Ну что, я попробовал, нормально. Нормально? Да, вообще было супер. Они там все из оленины готовят, вообще все. И Ну, жаркое, потому, и потому там- что другого нету, коров там нету, лошадей там нету почти. Ну, было круто вообще. Все, мы там сняли, за 2 дня буквально сняли. Клип, Да? да, который уже 500 тысяч. Да, вот. Материал, получается, сняли? Да, весь материал отсняли, и все, нас отвезли, мы там покушали, там накрыли нам стол, и все из местного, там и тигирка, вот оладьи, там все сделали нам большой стол. НВК СХ приезжали, поснимали нас, вот, и все, мы потом улетели сюда обратно. И нам глава вот Сакрыра, Вено-Батантайского района, он нам дал всем по коробке вот такой вот 10 килограмм примерно, черная коробка запакованная. А я спрашиваю, это что такое? Он говорит, это на сковородку жарить. А там оленина свежая была, просто забитая. Ух ты, ничего себе. Каждому.
У нас было человек 7, там 6. Было классно вообще. Ничего себе. Северные гостеприимцы. Очень, очень. Они Всегда- такие всегда прям так, очень да. гостеприимные. Северные ребята последнюю рубашку отдадут. Всегда так, да. Сколько не бывало, как говорится. Это к месту, так к случаю сказать, да? В прошлом году нас с этой песней «Кандыкан» пригласили выступить в Сочи на «Мисс Маленькая Россия». Поехала Кристина Черемкина. У нее она Эвен. Эвен. Вот. Тоже относится к коренным малочисленным народам. И она отправилась сюда вот на этот конкурс участвовать. И нас пригласили как артистов ее поддержать в номере. Вот, с этой песней. Мы туда поехали, выступили. И у меня был билет куплен до Москвы, ну, пересадка, и до Якутска. А у Джилура был Сочи, Москва. И он там остается, дальше работать. Вот. И мы сидим с ним в Сочи, когда уже выступили, сидим, отдыхаем там. Он говорит, поехали со мной в Москву. Вот помните, вот я рассказывал, когда вот поехали со мной на север, я сразу да. Да, Он говорит, случайно, случайно. Поехали в Москву? Я говорю, да, поехали. А потом начинаю думать, блин, Москва, это вообще такой мегаполис. Я там был разочек маленький, ничего не знаю, как, куда, ну что вообще. Вот Где, что, жить, как, все оставить и ехать туда вообще, вот только вот с другом. И я сначала такой, нет, и мы на этой почве вот с ним разговорились, и он говорит, короче, обиделся на меня, что я типа не соглашаюсь. И все, и по итогу мы садимся в самолет вместе, вылетаем в Москву, и вот прямо в самолете, вот так, когда выходим, мне нужно пройти дальше, и там вот Якутия уже, все, лететь домой. Транзит. А налево все уже выход в город с аэропорта. Я так стою, у меня вот 2 билета, один, который вот прилетел, а вот один, который летит до Якутска. Я так и просто выхожу вместе с ним, садимся в машину, в такси, проезжаем минут 5, и мне звонок, незнакомый номер. Алло, Артахинов Евгений? Я такой, да. Это авиакомпания Якутия, вы с нами летите? Я говорю, нет, сегодня нет. Они такие, ну ладненько, до свидания. Вот так вот получилось. Вот они сами позвонили, я сам удивился, как они ему номер нашли. Вот, и все, и в итоге договорились, что я поеду туда на месяц. Поработать, там, поснимать клипы, повыступать вместе вот с Киджа. Получилось, что я приехал только спустя год. Че за бродяга, как говорится, да? Задержался вообще. Ну, это было очень круто. Я ко всему привык, уже там чувствовал себя как в родном городе. Вообще было классно. Выступали, ездили, познакомились там с многими людьми, поездили там на студии, с разными артистами познакомились, пообщались. Вот. Было, короче, очень круто. Нашли новую команду. Там вообще, ну, короче, мне очень Новый понравилось. опыт, да. Да, вообще, такой опыт интересный. И как для тебя? Ты мог бы жить в большом мегаполисе? Да, я хочу туда вернуться зимой. Хочу туда вернуться зимой. Еще поработать, да? Да, конечно. Сейчас тут еще нужно поработать немножко, пока совсем холода не наступили. Вот. И потом туда хочу обратно дальше работать уже. Там уже немножко другой уровень, и вот на российский больше выходить. Это такое нужно практиковать, мне кажется. Вот. Держишь связь вот, ну, со своими коллегами по цеху? С кем дружишь, например? Ну, друзья, кто-то? У меня все друзья в основном, они спецфабрики. Ага. Там ну, тоже то есть, есть. которые где выросли? Да, где выросли. Это все мои друзья с детства, и мы до сих пор с ними вместе. По ходу вот выступления, потому что в город постоянно выезжаю, где-то выступаю. Тут тоже очень много артистов знакомых. Так даже всех не перечислишь. Очень много их. Очень много, да? Да. Ну, допустим, ну, скажем так, из якутских артистов кто тебе импонирует, например? Скажу. Может быть, из старого, ну, как, ну, не старого поколения, то есть предыдущего там поколения, там, может, нынешних, я не знаю. Сейчас скажу. Песня пелась. «Энбахасанахи, нан кютабин халаны, нан». Кто это был, не помните? Нет? Какая-то песня тоже хитовая такая. Семен должен знать. Нет, Нет, ну, тоже. я мотив услышал, но не помню. Вот этот артист, это уже взрослый молодой человек, взрослый человек, это уже, он, уже, ну вот, и он говорят, что до сих пор Взрослый выступает. человек, как мы. Да, уже взрослый. Вот, эта песня вообще старая, вот эта песня мне понравилась. Не помню, как его зовут, это вообще. А вот из молодых скажу, вот, допустим, мне очень импонирует Тыннах. Есть такой, он с Верхневилюйска, вот мы с ним в Нюрбе вместе выступали. Тыннах крутой, есть Даймер, есть Ян Хоплес, есть Вилунчо, Найрга, очень Видишь, много. вот ты Вся называешь молодая очень школа. много имена, да, которые, может быть, даже некоторые не знают, да? А ты не задавался вопросом о том, что, ну вот, мы же якутяне, нас не слишком много. Ну, скажем так, да, будем честны. У нас последняя перепись населения, ну, чуть меньше миллиона, Чуть да? меньше миллиона, да. Но при этом у нас артистов, у нас певцов, у нас выступающих разных таких
музыкальных жанрах очень много. Не считаешь, что это чересчур? Или как? Нет, это же творчество. Это творчество, да, Да. но с чем это связано, не задумался над этим вопросом? Нет, не задумывался. В плане творчества я вот там точно никаких вот правил, принципов, я стараюсь не замечать их. Ага. Это как бы свободный поток, который вот нету границ. И я вот на это так смотрю. И все, кто занимается музыкой, кто-то балуется, конечно, кто-то относится к этому серьезно. Я, отдаю должное, что вот они занимаются чем-то вот. Мне, короче, Не, ну вот есть театр эстрады, да, например, Ага. есть там артисты, которые, реально зарплату получают и выступают, что-то там делают, да. Ну, то есть основная деятельность это, музыкант, да, ничем другим, кроме музыки, не занимаются, например, да, их много. Я считаю, что в нашем регионе, артистов много, но при этом вопрос такой возникает, тоже, опять же, справедливый. По большому счету, никто на российском уровне, так, чтобы уровень Филиппа Киркорова, такого нету, да? не знаю. Вот Ты не хотел бы быть первым, например? я вот чем и занимаюсь сейчас. Да? Чем и занимаюсь. Уровень баса, например, да, Дай бог, дай бог, в конечно. твоем жанре, например. Дай бог, да. конечно. Но он же как бы для российского масштаба это суперзвезда. Да, конечно. Но при этом, опять же, такой вопрос, да, среди российских звезд нет ни одного мирового уровня. Как Майкл Джексон, например, как Мадонна. тоже. же, да? Тоже, да. То есть, которые снискали бы всеобщий, хотя бы один хит, который на весь мир прогремел. Среди рэперов на российском уровне вроде же был Нирнгринский или Ленский. Можно погромче, товарищ? Не, я вот хочу... Ничего не Кто это слышу. был такой? Не слышал? Я Вот знаю нам- только, который... Вот именно вот молодежь слушала вся, вот рэпера. Кач? Нет. Как Каста? его называли? Баста? Скажи обойма или как? Помнишь? Что? Кажи обойма, что ли? Да, он же вроде был, да? То ли Ленский, то ли не Ленский. Ленский вроде бы, да, он тоже из Якутии, да. Но его именно вся молодежь Да, России слушала, слушала. да. Кого? Кажи Да. обойма такой Так есть. он назывался «Кажи обойма». Да? Ага. Он из Он- Якутии? Да, мужичок, получается, с Ленска. Я помню такую Да? историю, мне рассказывали. А его вся Россия слушала, молодежь. Да, это Не, у нас есть, конечно, Он же да, вроде опыт, еще с Бастой Ливан, да? выступал, да, Ливан. Ливан, да, но он стал Ли- известным уже после того, как туда уехал. Он же здесь тоже начинал. Я помню, ко мне в студию приходил, то есть в телекомпанию приходил, там первую музыку приносил. Но он стал известным, когда уже после того, как туда уехал. А я имею в виду, что именно доморощенных, я не знаю, многим задают этот вопрос. Все, скажем так, пожимают плечами, говорят, может быть, как говорится, все еще впереди. Все еще впереди. Но время Да. покажет. Я Время не покажет, да. не сдаю позиции, занимаюсь также творчеством, всем вот этим. А ты вообще об этом считаешь, говорю. что, опять же, как бы небольшой оговоркой, мы, якуты, очень талантливые? Абсолютно. Абсолютно же, да? От Да. еды, одежды, музыки, Да. творчества, И мы танцев. продвинуты, потому что когда нас видят, говорят, другие регионы приезжаешь, говорят, нифига, вы якуты, говорят, вы же, говорит, крутые. Да, Есть такое? конечно. Встречал конечно, такое конечно, отношение? Конечно. А почему тогда считаешь? Не Вроде как мы там отмороженные где-то, у нас там мы далеко, мы это такой дотационный регион и все такое. Сейчас же интернет все есть, все доступности. Мне кажется, сейчас молодежь, которая, она очень умная, она очень все впитывает быстро, хорошо. И мне кажется, среди всего... Молодец, вот- очень умный, это очень классно вообще. Среди всего этого узнать про Якутию, про вот то, что рядом с тобой вот эти люди, это как бы это твоя семья, твои предки, твоя земля, и это же интересно. Мне кажется, оттуда и просыпаются вот эти вот творческие вот моменты, где вот они могут о себе заявить. И как это все подать, это уже вот они, мне кажется, как это все подать, это уже происходит уже на национальном уровне, как бы, несмотря на других, они приобретают свое, и вот получается, что Якутия очень круто выглядит. Ну, мы даже действительно крутые, да. я уверен в этом. Даже везде, да, в творчестве, в спорте, да. То есть Конечно. редкий народ имеет олимпийских чемпионов. Даже если вот так взять, да. Сейчас, как говорится, дело за малым. Сейчас у нас есть вообще крутые бизнесмены уже появились, да, в сфере IT. IT, да. Я думаю, что в технологиях скоро мы это. Якутское кино, какой очень тоже мощный толчок, процветает, прорыв, да, процветает. уже, да. Толчок дало, да? Я не знаю, как бы ни было, я считаю, что мы, якуты, вообще крутые. Дай бог вообще. Да, Вот дай бог, я тебе тоже хочу пожелать Спасибо. удачи, чтобы пусть ты станешь первым якутским Который выйдет, да, на музыкантом, который, да, на российский рынок Спасибо большое, прогремит, дай бог который вообще. прямо отсюда начал с птицефабрики. Ты же парень с птицефабрики, с птички. Чтобы так говорили. Я же Нет, с ним на вообще же двойке ездил, да, вообще же крутая история, но... Да, это было. Да. Будем потом по телеку смотреть и говорить, это же у меня передача приходила 2 года назад. Или год назад было всего.
Дай бог, Круто, чтоб круто годик же, хотя бы, да? да. Всего-то год назад, да, такой? Четко было бы. Да. Слушай, вот про творческий псевдоним. Что-то означает это? Кстати, чуть не забыл спросить. Вообще, это я играл в компьютерные игры, там маленький, лет 13-14. Все играли? Доску? Ну, я сейчас тоже поигрываю так, чтобы отвлечься. Counter-Strike, да. Вот, и что-то у меня какие-то были ники разные. Я просто сделал какую-то раскладку букв, там, М, О, С, К, И, пробел, Ла. Просто мозги, Ла было. Что-то просто собрал. Мост Килла, да, типа? да? Мозги, Ла, типа. Ага. Что-то такое просто собрал. Потом добавил имя свое, Жека Москила. Было такое у меня еще ник одно время. Ага. Первый годик, когда вот моего творчества. Вот. И потом я сократил его, сделал просто Москила, и это приелось. Потом через года 3 мне, когда я вот ник этот придумал, мне отправляет мой друг скриншот с Гугла, с переводчика, что Москила со славянского языка переводится как мужчина. Я такой думаю, ну, значит, все четко совпало. Маскулинное, типа, да, что это такое? Видимо, От да. слова мускул, Маскул, может, маскул, может, да? маскулин, Ага. маскулин, да. Ну, что Все, и такое? как-то так приелось, и все, и осталось так уже. Я даже не собираюсь менять, это, походу, со мной навечно. Некоторые даже думают, что это моя фамилия. А, да ладно. Москаля, Маскилла. Ну, то есть можно склонять кого угодно всяко Да. разно, да. Ну, ладно, не будем заниматься. А между тем, шеф у нас уже сервирует. Так, а салатик же еще будет Да, делать? салатик это у нас получается, вот видишь, у нас надо... это Я что-то там смешать. тут подергал, пока это вопрос задавал, нервно так. Ага. помацал. Можно как раз Я- добавить курицу. Сюда прямо? Да. Да, конечно. Ну, я не все, по-моему, сделал. Ну, вот я правильно сделал, смотри? Я посмотрю. Почти. Почти. Ну, хорошо, Сейчас, Немножко. я способный ученик. Получается, ты готовишь с Стебелечку детства, брать да? надо, да? Да, так вышло. Вот чисто для себя получается. Вот ты сказал, Для пришел со школы, что-то приготовил. Да, именно так. Слушай, а любимое твое блюдо есть такое Ну? вообще? Ну, дома я готовлю, еще мама часто просит, чтобы я картошку пожарил. Пожарил? Потому Ну, что это у самое меня вкусное. в доме, вот у меня получается, видимо, как у единственного, самая вкусная картошка. Как-то не знаю, получается так. Соус. Всё, Да, вот и этот как-то и Тартар. тут, да. С этого все и началось. Ага. Все, и как-то так постоянно уже привыкаю. И для меня готовка это вот своего рода отвлечение от всего. Типа я вот на своем там хоп, музычку включил и стою один, готовлю там. Или, допустим, я запишу трек, поэтому нужно отдохнуть, я пойду готовлю, включу этот трек, который записал, и стою готовлю. Ну, как-то вот так вот Мозг происходит. выгружаешь, типа, да? Да, чтобы отдохнуть немножко. Еще мне мама сказала, такое я услышал, до сих пор помню с детства, что нельзя готовить, когда ты не в духе, ты не в настроении. Потому что еда не получится невкусной. Да, да, да. Я- это- Надо же это душу, правда, кусочек скажите души мне? отдавать. любовь. Да, я вот не знаю, как-то я это услышал в детстве и до сих пор в это верю. И типа, когда мне настроение, я не берусь готовить, я лучше что-нибудь куплю просто и все. Лучше настроение улучшишь и начинаешь. Да, пошел, да? Столько салата пойдет? Да. Ну, в домашних условиях это спокойно уже можешь приготовить. да? Да. Жень, бывает такой предстартовый мандраж, ну то есть перед выходом на сцену, что боязнь, что там текст забудешь или что-нибудь там. Бывает такое? Такое было вот первый годик, 2 точно. И чем вот больше площадка, вот от этого больше Ну происходит. да, да, да. Сейчас Видишь, я- там да, сотни глаз на тебя смотрят, ты думаешь, блин. Мгм. Да. Сейчас я уже регулярно года 2 выступаю с прошлого года. Регулярно выступаю и как бы уже вообще спокойно. Вообще спокойно. Вот, допустим, я приехал с Нюрбы вчера ночью, получается. Вот. Там, когда увидел 1000 людей, вот это вот немножко вот было. Немножечко. Вау, энергетика же другая, да. ну чтобы... Они же ждут все, да? Да, очень не жду Да. вообще. И это Ну. было... Сначала волнительно было очень. А потом что-то вышел уже, сразу все пошло спокойно. А бывало, что я текст забывал? Строчки, да, бывало, забывал. Ага. Ну, там быстренько подхватывал, как бы люди, наверное, не заметили, а может, заметили. Но слушателям, вот, которые в зале находятся, им вот больше твое выступление больше им. Типа, то, что ты забудешь, там, может там улыбнуться, там, что-то там им сказать, там, короче, ну, с ними контакт ловишь, они как бы это нормально, и как бы счастливы, и как бы ты счастлив. Все, как бы это не превращается в какой-то казус. Так, нормально, да? Давай Пойдет? еще слегка поднимши. Ну вот ты много работаешь, да? А как ты отдыхаешь? Ой. А я не устаю, да? Да, я сильно не устаю, еще молодой. Ну,
Чтобы именно отвлечься, могу с друзьями вот выйти на поле в футбол поиграть, там собираться. Да ладно? Конечно. Да? За кого топишь? Вообще, я за ЦСКА был всю жизнь, потому что я играл в футбол раньше. Вот, у меня форму купили ЦСКА. Кони? Да, за Ага. коней. ЦСКА Москва. Вот. Сейчас я ни за кого не болею, просто смотрю вот медиалигу, которая сейчас футбол молодежный происходит, там медиалига, вот Удроц, там эти ребята. Вот их за ними наблюдаю, смотрю. Их, кстати, могут, есть вероятность, что они могут в РПЛ уйти. Да, Да. да. И они, говорят, могут играть лучше, чем всякие дорогостоящие команды. Да, они очень серьезный уровень показывают. Это сейчас вся страна, мне кажется, смотрит за ними, особенно молодежь. Я вот как фанат футбола слышал, ну, говорят, типа, парни просто собрались, Да. хорошо очень играют, стиль игры есть, и могут даже фору дать в высшей лиге. Типа. Они же И- первую команду же Черданова выиграли, да, которая находится в этом. ФНЛ. Да, ФНЛ. серьезную команду они выиграли, первую свою. Вот. Как еще расслаблять? Могу посидеть в компьютер поиграть. Могу послушать, да, спокойненько, посидеть часик-два, мне этого хватает. Могу с друзьями просто видеться, погулять тоже вообще без проблем. Друзей много достаточно, знакомых тоже, спокойненько выбраться куда-то. Как относишься к активному отдыху? Супер, супер. Да? Вообще, вот мы ездили... Рыбалка, охота? Рыбалку очень люблю, охоту еще не удалось ездить, пока не звал никто. Вот, вот рыбалку люблю, прям вот на донку, или спиннинг вообще прям. В этом году тоже рыбачили, ездили, Кангаласы. Вот. Это можно пока туда Так, отложить. это пока уже не надо, да? Ладно. Слушай, а я знал, господи, я слышал, что у тебя бренд одежды свой есть. Да, кстати. Да, есть. это что Есть. такое вообще? Это Где оно есть, где можно приобрести? у нас интернет-магазин. Да, мы продаем через Инстаграм и ВКонтакте. Просто напрямую обращаются, там менеджеры уже отвечают, и там уже можно спокойно купить все, что есть в наличии. У нас ориентировано это все на наш регион, потому что бренд называется Fountain Family, 14-я семья. 14 Family. Fountain, да, Fountain 14, Family. да, 14 регион, семья, ну. 14-я семья, вот. А, ну. И все на это заточено. Якутия, север, вот это все, мы атрибуты вот эти все применяем, и я в этой футболке сегодня. Это вот новая коллекция летняя, которая вышла, может это показать? Так, Как она выглядит? немножко рекламы можно. Да, чуть-чуть. Алмазики? Алмазики, их там ровно 14 штук, а посередине написано две буквы FF перевернутые, они так и так с любой Fountain стороны Family, читаются. да? Fountain Family, да. Все, уже год четвертый этим занимаемся, продвигаем. Да, а как идея возникла? Кто это эскизы делает или что Сам. такое? Да я просто еще фотошопом увлекаюсь лет 8. Да, я просто А, когда начал То заниматься есть музыкой... не только играешь еще? Да, нет, конечно. Ага. Компьютер это вообще мой основной инструмент для всего, для творчества вообще. Я там и записываюсь, там и делаем обложки и все вот это все на свете. Вот. И просто в одно время началось то, что когда я вот начал песни выпускать, обложки, нужно их покупать, ну, чтобы тебе их сделали. А у меня денег нету, я студент, там, школьник. И я, пришлось учиться фотошопу, вот учился, и там какие-то картинки. Самостоятельно набрасывать. Да, все. Так вот. Так, у нас да, готово почти уже. Да, можем Всё. пробовать. Можно уже пробовать. Шеф у нас уже все это. А давайте я, можно, сделаю фотографии, пожалуйста. Да, можно тоже, да, пока? Да, конечно, можно. Опа, разрешают. Как говорится, не сфотографировал, не было. Да. Да, Нужно ну что ж. запечатлеть этот момент. Вилки, Петр? Так, я вам вилки. У меня есть, У тебя есть. да. Женя, лежи. Так, и, Это мы уберем. в принципе, основное блюдо Показали все? красный. Ну что, приятного аппетита нам, друзья. Приятного аппетита. Программа будет выходить вечером, а у нас обед как раз день. Пробуем. Вкусно. Просто вкусно. Просто вкусно. Тут даже написано. Я хочу мясо попробовать. Салфеткой. Ага, можно. Соус тартар, да? Да, обычный соус. Семен, тебе как? Отлично. Отлично. Очень вкусно. А давай до конца передачи стоять кушать.
Пусть нас смотрят, да? Да. Пусть все смотрят, как мы кушаем. Можем что-нибудь рассказать еще. Рассказывай. Так, чтобы рассказать еще. Мы поедем 5 сентября во Владивосток на фестиваль «Душа России. Север». Мы поедем всей командой Кандыкан, там у нас больше 20 человек поедет. И вот как раз таки вот там, вот, о чем мы говорили, что вот якутские люди очень талантливые. Они посмотрели, кто мы, что мы, посмотрели клип, посмотрели вот всю команду Кандыкан, что мы хотим предоставить. Там будут и модели, и диджеи, и музыканты будут. Вот, и мы с Джилуром поедем. Вот, они очень нас ждут там, чтобы мы вот это все шоу показали им. И это все будет показываться на федеральных каналах тоже. Фестиваль будет, Это да? будет фестиваль, будет в Владивостоке. Душа России. Север. Север, да, север. Вот так вот будет. Сейчас, по-моему, какие-то вообще мероприятия идут по посещению, ну, вообще, к северу. Очень, очень. Да, да, к Дальнему Востоку, в частности, и к Якутии. Это насчет, прочее. это, чтобы пропагандировать то, Да. что туризм, вообще Внутренний культуру. туризм в том числе, да. Вот как бы вот и поедем, выступим. Говорят, что мы первые будем открывать это мероприятие. А вы даже будете этими, Да. да, хедлайнерами? Да, хедлайнеры. Ну, круто. Круто, да. Опять надо пожелать удачи. А вдруг оттуда будет эти... Да, мне тоже кажется, оттуда есть какие-то выходы потом. Ну, что кто-то увидит все равно, потому что это будет показывать по всей России, как говорят. Вот, тоже интересный опыт. Но вы еще молоды, как говорится, у вас все впереди. Все да. впереди, дай бог, будем работать. Все Это будет. Же, это же класс. Конечно. Жень, такой вопрос, тоже немножко провокационный, может быть, да? Артисты, это же, ну, скажем так, конечно, есть топ, да, которые уже зарабатывают сами себе хорошие деньги, реально зарабатывают, там, миллионеры и все прочее, небожители, скажем так, да? А как живется, скажем так, начинающему артисту, как ты зарабатываешь вообще? Первое это выступление. Там уже фиксированный гонорар. Фиксированный Допустим, гонорар. тебя позвали куда-то, Да. говорят, Да. вот столько денег платим, приезжай. Да, Ну, нет, либо, там, они либо на обычно- корпоративы, да, Да, может вот быть. они да. обычно говорят, что сколько? Я говорю, вот столько песен, вот такая-то сумма. Мгм. Вот, я за это и все, еду выступать. Все, еду, выступил, там денежку забрал. Потом. И можно за ночь, ну, 2-3 выступления съездить. Там, выступил. Ну, вот. правильно, ага. Денежек заработал, поехал домой отдыхать. Так. Вот. Вот, допустим, в Нюрбу я ездил, там было 2 выступления фестиваля, а потом я еще в баре выступил. Вот. Съездил туда и туда, и все, и потом уже поехал отдыхать домой. Получается, 2 концерта было. Что еще? Одежда, бренд. А, ну вот, Да, у него это как пассивный доход, он тоже варьируется в зависимости от сезона и коллекции, которые есть в наличии. Вот. От этого идет. И последнее, это, наверное, вот монетизация. Приходит, по чуть-чуть в долларах приходит, потихонечку выводим. Так на хлеб с колбасой хватает. ну то есть от музыки, которую твою слушают, Да, да? да. Ну, то есть какой-то некий процент идет. Какой-то процент, да, там небольшой процент выходит. Разные площадки, ну, видимо, как бы так. да? Они потихонечку везде там по копеечке собираются в одну общую кучу, это в доллары, а потом их переводишь в рубли. Вот так вот. Но я снимаю не каждый месяц, каждый там 3-4 там кварталы идут. И вот там снимаю по чуть-чуть. Не скажу, что много. ну, хватает. Немножечко так, как бонус, как авансик небольшой пойдет. Но мне нужно еще больше работать, чтобы это уже были другие Еще суммы. больше было. Ну, то есть, как бы Конечно. сначала ты работаешь на бренд, а потом Абсолютно, бренд абсолютно. работает Конечно, только так. на тебя. Только так. Ну, то есть надо тебе пожелать тогда, соответственно, и российской, мировой известности, Дай чтобы, бог, дай бог. да, Будем работать, все будет. чтобы деньги к тебе шли, а потом ты деньги обратно помогал. Также в творчество, также вот в одежду можно вообще это промышлять, дальше делать. Я просто хочу, чтобы реально о Якутии узнал весь мир. Я хочу, чтобы узнали о нашей культуре. Потому что мы знаем культуру каких-то народов, вот, очень там, по всей России, по всему миру мы знаем много народов, их какие-то там обычаи, которые разошлись по всему миру. Но про Якутию знают, но я хочу, чтобы весь мир узнал. Да, мало. Да, и вот, допустим, вот бренд, он посвящен Якутии. Там написано, что типа вот это 1.4, это наш регион. Люди спрашивают, потому что мы это делаем как бы на современный лад, это выглядит современно. Люди спрашивают, откуда это, и люди рассказывают, и это интересно. И вот с помощью вот этого можно, мне кажется, заявить о Якутии, показать Якутии, что тут очень много талантливых людей, которые просто сидят в городе, которым тоже нужно выбираться, что в этих людей нужно вкладываться. Я не говорю только про артистов, я говорю про Ты прям как художников. рыб заговорил. Да-да-да. Все на одном дыхании, да? Бывает такое, я увлекся. Прорывается. Я да? просто в выступление приехал недавно. Вот. Извини, что перебил, да, нормально. Вот, и очень много же тут талантливых людей, и художников, и видеомейкеров, и дизайнеров.
по одежде, очень много, которым нужно вложение, чтобы вот развиваться дальше. Вот мне тоже это вложение очень сильно нужно было, но мне никто не замечал, я просто сам как-то где-то подзаработал, вложил, где-то подзаработал, вложил. И вот так это произошло, что сейчас есть выступление, на которые деньги я могу жить хоть как-то. Вот. Вот так вот произошло. Ну, круто. Слушай, а есть у тебя жизненный девиз, либо ну, что-то такое? Да. Нет ситуации, с которой нет выхода. Вот. Ох, ты как барон Мюнхгаузен. Наверное, он так сказал, да. Я такое услышал однажды. Ага. Вот. Ну и второе, которое я говорю всем, успевайте жить эту жизнь, потому что она скоротечна. Вот. Надо успевать насладиться. Ну, ты вот как раз рассказал. Да? Парень, Конечно, не покатай рисковать, мудр. рисковать. Да, потому что вот сидеть вот так вот, допустим, зажато там дома в комфортных условиях, ты мира не увидишь. Не увидишь, как люди живут, и не увидишь, что происходит вообще. Это же тоже опыт. Может, иногда он будет неинтересно, может, иногда вот так случится. Видите, я тоже согласился, поехали на север, это получился хит вообще. Вот так вот бывает тоже. Дай бог, дальше будем работать, все Да, будет. пока рак на горе. Конечно, да? конечно. Ну, недаром же говорят, мир посмотреть и себя показать. Да, В том да. числе тоже, да? Ну, то есть- Конечно. Ну что ж, Жень, наша программа потихоньку заканчивается, да? Спасибо тебе большое. Самое главное, хочу тебе пожелать вообще больших творческих успехов, чтобы вообще вот конкретно было, чтобы пальцы за тебя. И в конце передачи у нас есть такая традиция, да, пожелание нашим телезрителям. Вот, пожалуйста, на эту камеру. Уважаемые якутяне, всем большой привет. Вот. Хочу пожелать вам успевать жить эту жизнь, будьте хорошими людьми и вкусно кушайте. А я еще раз повторю, у нас в гостях был Женя Маскила, рэпер-музыкант, родом из Якутии, с птички. Успехов, Женя. А со мной Семен Тарбахов. Да. Женя, спасибо большое. Да, Я Женя. Петр Цепандин. На этом потихоньку с вами прощаемся. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой и кушайте просто и вкусно.